Развитие материально-технической базы, системы образования, повышение его качества, доступности, поддержка и развитие талантов. Вот приоритетные цели, которые стояли перед Минобром в прошлом году. Ну а основная стратегическая задача – создание образовательных условий для вхождения в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. В 2021 году она осуществлялась путем реализации нацпроектов. Строительство новых современных школ позволило не только улучшить условия получения качественного образования учащимся, но и решить актуальную проблему переполненности классов. В прошлом году в рамках нацпроекта «Демография» открыто 18 детских садов, а это почти 4000 мест. Если 3 года назад охват детей дошкольным образованием составлял 14 845, то в этом почти на 7 тысяч больше. В 2022 году в Ингушетии также планируется завершение строительства 9 детских садов на 1950 мест. Что позволит нам в Республике Ингушетия закрыть 98% охват детей дошкольным образованием. На базе 30 образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, функционируют консультационные центры. А уже в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в республике в прошлом году открыты 12 центров образования цифрового и гуманитарного профиля. Также в 8 школах за последние 3 года создали условия для занятия спортом. Все это стало возможным благодаря проекту «Успех каждого ребенка». Министерство уделяет особое внимание и качественному питанию учащихся. На сегодняшний день 100% учащихся обеспечены горячим питанием в рамках исполнения указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Особое внимание уделяется внедрению родительского контроля за организацией питания в школах. Создан штаб общественного родительского контроля при министерстве. В прошлом году региональный Минобр закупил для школьников и дополнительную учебную литературу. Также с 2021 года в Ингушетии реализуется проект адресной методической помощи школам с низкими результатами обучения 500+. Таким образом, впервые за весь период проведения ЕГЭ учащиеся республики показали лучшие результаты – 24 100-бальника. Еще один важный аспект деятельности ведомства – профориентационная работа. В открытых уроках проектории на портале проектория приняли участие 17 382 учащихся. 3000 учащихся школ республики участвовали во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи путем максимального включения их в систему дополнительного образования – одна из актуальных задач системы образования на сегодня. Уважаемые коллеги, сегодня в сфере среднего и высшего профессионального образования создаются все необходимые условия для получения качественного образования. В целях реализации прав граждан на целевое обучение по образовательным программам высшего образования ежегодно проводится работа по организации поступления граждан Республики Ингушетия в высшие учебные заведения Российской Федерации. В 2021 году в вузы направлено для участия в конкурсном отборе на целевое обучение 80 абитуриентов. Успешно прошли вступительные экзамены и были зачислены на первый курс 49 человек. Развитие образования невозможно без развития кадрового потенциала республики, отмечает министр образования и науки Ингушетии. Для этого требуется непрерывное научно-методическое сопровождение педагогов и руководителей школ. С целью обеспечения непрерывного повышения квалификации и развития профессионального мастерства педагогов в 2021 году по программам дополнительного профессионального образования повысили квалификацию 3680 педагогов и руководителей. Совместно с Академией Минпросвещения России по направлениям «Учитель будущего», «Школа современного учителя», «Кванториум», «Точка роста», «Школа новых технологий», «Тьюторское сопровождение» в Центре непрерывной подготовки профмастерства педагогов. На федеральных площадках обучено также 2000 работников образования. В рамках регионального плана работы 265 учителей, обучающихся которых показали низкие образовательные результаты по оценочным процедурам качества образования в 2020 году, уже прошли повышение квалификации по предметным направлениям. В 2021 году также определены и 7 победителей по программе «Земский учитель». Особое внимание уделяют и развитию дополнительного образования. Акценты делаются на обучении детей навыкам цифровых технологий. Мы в прошлом году ввели автоматизированную систему «Навигатор». Это такая платформа, которая позволяет нам увидеть всех лицензиатов дополнительного образования,
со всеми их программами, со всеми их преподавателями, где любой ребенок с любой точки мира может зайти туда, подать заявку любому лицензиату, и таким образом появляется некая конкуренция между организациями, которые оказывают услуги дополнительного образования. В коллегии принимает участие и вице-премьер правительства Ингушетии Марьям Амриева. Она положительно оценила работу ведомства. Изменения стали возможными благодаря поддержке федерального центра и реализации национальных проектов в регионе. То, что вот делается в результате реализации нацпроектов, для нашей республики это революционный характер носит, без преувеличения. Когда мы стартовали эти национальные проекты, субъекты были разные ситуации. Если у нас детские садики были в таком количестве, что на пальцах одной руки можно было перечислить, то, что сегодня сделано, это действительно в этом смысле революция. Хотя мы еще должны работать и работать, чтобы решить задачи, которые поставил перед страной, перед системой образования президент Российской Федерации. То есть ликвидировать очередность, ликвидировать вообще. Трехсменки мы уже как бы решили эти вопросы. А теперь стоит задача вообще избавиться от двухсменок. Тоже непростая для нас задача, но наш регион был особо тяжелой ситуации, потому что у нас цифры были запредельны в этом смысле. Самые острые задачи, стоявшие перед ведомством, решены. Немало важных направлений развития ставится перед Минобром и в текущем году. Прежде всего, это повышение качества образования. Зелимхан Калоев, Асхаб Билакиев, Новости 24.